29 апреля 1878 года уездное правление из города Токмак переведено в Бишкек. Так, наша столица приобрела свой первый статус – уездный город Семиреченской области. С этого момента начинается активная работа по благоустройству и формированию внешнего вида столицы. В городе насчитывалось 752 дома и 100 юрт. А главным архитектурно-историческим памятником для горожан был двухэтажный дом, построенный старостой города Ильей Терентьевым. Кстати, жил он примерно в районе нынешней улицы имени Абдумамунова и бульвара Эркенбеки. Уже в 1889 году открывается первая школа. Несмотря на то, что в 20-е и 30-е годы практически 90% местного населения было занято скотоводством, массовое школьное образование набирало силу. 5 апреля 1926 года по решению Всероссийского Центрального исполнительного комитета город был переименован во Фрунзе. С этого момента начался второй значительный этап строительства и благоустройства города. Во Фрунзе приезжают новые архитекторы, начинается бурное строительство стратегически важных объектов, в том числе Дома правительства, здания Совета министров Киргизской ССР, образовательные учреждения. Начиная с 70-х годов строятся дома с усовершенствованным планированием, строятся памятники, 17 парков, 22 сквера, 2 бульвара, 4 лесопарка, бассейны, фонтаны. И уже к 1974 году впервые построили 12-этажный дом, затем 16- и 18-этажные. В 1978 году в честь столетия со времени основания город Фрунзе был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Герб города Фрунзе был утвержден 22 сентября 1978 года. Рисунок герба создан сотрудниками Фрунзе горпроекта, авторы Мулявин и Соганов. 5 февраля 1991 года столица Кыргызстана вернула себе название город Бишкек. Наша столица является политическим, образовательным, экономическим, научным и культурным центром страны. Бишкек растет и развивается не по дням, а по часам. И каждый день все городские службы занимаются благоустройством нашей любимой столицы. 4 муниципальные администрации, 19 структурных подразделений, 14 предприятий трудятся на благо нашего города.